Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами, как обычно, Петр Цепандин. И мы снова находимся в гастростудии ресторана «Мусхая». Семен Тарбахов со мной уже здоровается, мой постоянный соведущий. Друзья, сегодня с большим успехом уже вторая часть идет фильма «Бүгүн былыр» в кинотеатрах нашей республики. И к нам сегодня в гости пришел Петр Соловьев. Петр у нас главный бутафор театра оперы и балета и художник-постановщик этого фильма названного и многих других фильмов. Петр, приветствую, мой тезка. Приятно познакомиться. Познакомься с Семеном. Спасибо, что ты принял наше приглашение и приехал рассказать и приготовить что-нибудь, закормить заодно. С чем ты к нам сегодня пришел? Я смотрю, у тебя рыба. Да, съемки у нас проходили в самой сказочном районе нашей республики. Ага. Это на берегу реки Амга. И, естественно, будем готовить И рыбачил все время. щуку. Да? А рыбачить сам как? Получается, любитель, да? Спиннинг, скорее всего. Да, М. спиннинг. Щуку. Как собираешься? Будем готовить уху. Мгм. И будет сопровождение, Салатик. салатик фирменный. М. Наш- Даже так, да? Да, Нифига. Слово Наш фирменный. киношный. Да. Салатик фирменный, это же многому обязывает. Соответственно, получается, ты любишь готовить. я люблю готовить, да. Да? Давно? Постоянно готовлю. Да? Ужин за мной, как бы, получается. Ничего себе, дома, да? Дома. Ничего себе. Домашних условиях. Да? Потому что супруга допоздна работает, приходится, а я пораньше заканчиваю. Или Естественно, да. приходится Да, до да, самого да. всё это- Автоматически перешло. Куда деваться, да? Куда деваться? Так, ну хорошо. А как, ну, мне кажется, ухаживать это же не быстро делается. Да, для начала нам надо Давай будет приступать. кипятить воду, Мгм. она Ну, уже вот. Семен уже поставил. почти. Сейчас будем чистить картошечку и морковочку. Морковочку. Давай тогда я предлагаю Семену взять. Да. А вот сюда можешь чистить, а потом уже выложить, ну, чтобы удобнее было. Да. Слушай, ну расскажи, потому что я немножко-то, конечно, понимаю, да, в чем заключается твоя работа, непосредственные обязанности, ну вот касаемо этого фильма. Касаемо этого фильма «Бүгүн былыр», и в первой части, и во Ну. второй части я являюсь художником-постановщиком. Мгм. Это человек, который отвечает за художественную часть. Ну, Картинку. да. Картинку. Ну, как да? строение, дома, там, Мгм. то, что они, предметы, такие, костюмы, да. Мгм. Мне помогал, моим помощником правой рукой была Альбина Аркадьева. Мгм. Она выступала как художник по костюму. По костюмам. Чисто Да, костюмы. да. А я чисто вот строение, там, Мгм. Ну, это чтобы вещи. реально же там же две разные времени же, да? Да. Чтобы соответствовало и все прочее. То есть какой-то выступает, видимо, консультант, да, после того, как сценарий написан уже. Да, Ну, то есть конечно. как должно это выглядеть, да, допустим, это какой там, по-моему, 17 век, да, попадается? По этому вопросу, да, вот все говорят, ну, М. это какой век, вот постоянно вопрос такой висит. И В он так- каком веке это было-то? Вообще, да. А мы это открытым оставили. Ну специально не... То есть там нету вот конкретно 12 век, там 15 век. Да, Нет, да, да. это просто прошлое. Ага, прошлое. Ага, наши предки жили вот в таких-то... Ну, вот- тем более, что не художественный исторический фильм, правильно? Да. Да. Ну да, такой приключенческий И фильм, легкий. спасибо создателям фильма «Тыгандархан». Мгм. Они нам оставили очень много материала касаемо костюмов, предметов, быта. То есть позаимствовали, Да, получается. и они нам очень помогли, Сахамфильм. Любезно нам одолжили. Ну, зачем два раза создавать Одно- то, что есть, да? практически одно и Ну, то же. Одно и то же. Также одевались, также теми же предметами они Мгм. пользовались. И вот мы у них одолжили, и безвозмездно, Даже так? да. Мгм. У нас задача вот в первой части основная была построить деревню. Мгм. Это на берегу реки Амга, как я говорил, в селе Мырыла Черепчинского улуса. Мырыла. Сказочное место вообще, девственной природой. Там рядом деревня, вот это Мырыла. И Я там они, охотился. ага, Я бывал. да, они нам, Классные места, красивые. они нашей съемочной команде вот любезно одолжили свой детский лагерь. Тогда он пустовал, так как был этот ковид стоял. М.
вот нет худа без добра, да? Ну да, да, да. Кому-то, как говорится, да, Но повезло просто. Ага. Нам повезло, они нам одолжили любезно вот лагерь, и мы там жили лето целое, 1,5-2 месяца. Да, 2 месяца, разместились, и все мощно это Да. всё там было. получается. Разместились, и там же и снимали, там же и готовили, там же все вот снимали, да, получается. И вот художественная группа художников, они всегда передовые, мы всегда первым выезжаем на, Ну да, на да, да. локацию. Вы должны уже там... Да, мы уже приезжаем за месяц, за полтора, и подготавливаете? начинаем готовить, да, вот строить дома, там деревню строить. То есть получаете сценарий, техзадание Мгм. от сценариста, режиссера. То есть вообще расскажи, пожалуйста, немножко про структуру вообще, да, фильма. Ну, вот, каким образом вообще фильм делается? Человек, который непосредственно вот столкнулся жестко с кухней от начала до конца С получается. чего начинается? Да, да, с чего начинается? Начинается... И давайте перед этим Да. мы заложим это все. Заложим. Спокойно. Да, уже. а я помою картошку. Быстренько. Так, я хотел быстренько спросить, вы жарите? Нет? нет, Все, да? а, Хорошо. такими средненькими кусочками. А я пока... А на съемках у вас получается как полевые условия, да? Да, полевые условия. Готовите вы? Или... Ну вот, как я говорил, мы художники первым выезжаем, да? Мгм. И, соответственно, у нас не было повара своего. Мгм. Сами. Да, и А готовить ты любишь? Повезло тоже. приходилось самим готовить все. Опять пришлось, да? Добывать. Даже добывать. Ну, то, что, ну, что-то было, конечно, консерву, там такой паек, да? Ага. Нам выдали, естественно, в денежном эквиваленте. В деревне покупали, и, ну, естественно, а что, вот река Рыбач. и спиннинг. Ага. Соответственно, вот ловили рыбу, Чистый белок. да. А, и в реке там очень много растет лука зеленого. Да, вот это, чучунах. Да. Да. Вот. Об этом я еще расскажу, про салат отдельно. Так. Ну, вопрос стоял, как вообще Да, как вообще проходит кухня, да, кино, да. Как вот создается кино? С чего начинается? Возникла идея, скорее Ага. всего. Рождается идея у человека какой-нибудь. Мгм. Давайте-ка вот такая история. Ну, находит сценариста или сам может Да. сам сценаристом. Пишет сценарий, да? Мгм. Сценарий пишется, прорабатывается, там, проверяется кем-то. Там он начинает искать продюсера. Мгм. То Находит есть, продюсера, может сам выступать продюсером. Как в нашем случае Сандалбаев, он является и автором сценария, и автором идеи, и продюсером. да? продюсером. Мгм. Он вот нашел группу людей своих, ну, Мгм. знакомых, незнакомых, находит режиссера, мгм. оператора, Мгм. художника, садятся с ними за стол, и начинается конкретная проработка, да? Мгм. Ну, По вот, сценам. каждый вносит свою лепту, как бы. Мгм. Обсуждение Мне идет. вот, вот это не нравится, например, вот давайте поменяем, так. По ходу дела. Ну, потом объявляется кастинг на Ищутся артистов, да, на подбор артистов, подбор тех работников, там, ну, вот такие дела, да? Мгм. Мгм. Ну и начинаются съемки. Мгм. То Объявляется есть, дата. ага. Локация И, находится? Да, находим локации, где снимать, где вот подходят подходящие места, да, по сценарию. Выезжает группа художников, ну, есть все это рисуется, все, естественно, да. Мгм. Там тоже вот разговариваем, там, давайте вот так-то, так-то. Ну, это похоже на эти дома, ну, вот так мы представляли себе. Мгм. Вот так, вот так. Выезжает художественная группа и начинает работать. Строить, если надо, строить дома, если все, что нужно, делает, подготавливает к съемкам. Приезжает операторская группа, они решают вопросы, ну, откуда снимать, точки вот эти. Мгм. Все. Все подготавливается, только потом вот
приезжает основная группа, Актеры, режиссер. артисты, режиссер, там, приезжают такие все. Все, вот так вот делаем, вот здесь делаем, вот так вот это делаем. Снимается. Нет, не нравится. Давайте перенесем туда, например, да? Бывают и такие случаи. Вот. Снимается фильм, все сняли. Каждая сцена там по нескольку раз, естественно, Ну да, дубли. с разных ракурсов. Ага. И начинается работа Уже монтаж. монтажная, Худож- постпродакшн. Постпродакшн, называется. да. Ага, постпродакшн. Художественная обработка, компьютерная, может быть, Да, графика, да? покраска, там все, Ага. озвучка, если где Звукокоррекция, надо, да. да. Композитор начинает работать, эти по компьютерным этим Эффектом. эффекты там всякие рисуются, да. Ну, во втором фильме у нас этот с нами работал, компьютерную графику делали. То есть присутствует компьютерная графика чуть-чуть во втором фильме. В первой не было. Мгм. Вот так и рождается кино. Мгм. Так, ну, мне кажется, уже пора рыбу закладывать. Или обязательно Нет, нужно... сначала закладывается картофель. А, по-моему, это мало Да. стоит же. Да? Надо побольше. Надо, чтобы он скипел. Вскипело, да? Ну, давайте паузу возьмем, подождем. Так, ну что ж, ну, в принципе, сейчас она уже подкипит. Мы солим в начале или в конце? Можно так, а можно и так, Хорошо. как говорил Геннадий Сотников. Можно так и можно и так. А вообще, как ты пришел в эту профессию? Ну, то есть, как становятся бутафорами? Это Трудовая деятельность как началась? А. кстати? Так, я вообще являюсь по профессии режиссером. Я закончил режиссерскую. Мгм. В академии. Школу закончил, пошел учиться на режиссера. Школу закончил, в армии отслужил и пошел учиться на режиссера. А почему? Колледж культуры и искусства. С детства какая-то тяга была. Знаете, у меня маленькая история. Когда мне было лет 12, наверное, к нам в деревню приехал с гастролями Саха-театр. И они показывали спектакль. Они ездили по деревням. Скорее всего, Харен Хампа. Нет, это был Не был? Алампа. Алампа, ага. Алампа. И главную роль там играл Ефим Николаевич Степан. Ефим Степанов, да, Да. наш народный Наш артист. мастодонт, Конечно. Кирск. мэтр нашей сцены. И я вот маленький сидел в первом ряду, сидел, дети обычно вот. Да, лежат вот так, Да, в вот, клубе. прям вот так. Да. Сцена. И была сцена, когда он приезжает домой, а дома балаган, никого, мать умерла, он из тюрьмы, по-моему, или откуда-то, да? Ага. Печка остывшая, и он плакал. И у него слезы текли, вот, настоящие. И меня это заворожило вообще конкретно. Как можно вот по-настоящему плакать на сцене? Вот. Да. И оттуда началась моя любовь к театру. Вообще к Ну, сцене. ты захотел притронуться к этому. Да. И там в школе там на сценках участвовали. Там, А, ну, то есть творческая такая была. А творческая. родители, не было такое, что они? Нет. Нет, да? То есть сам по себе такой? Да. Диковинный. Ну, это же редкость же, скорее. Да? Не знаю. Ну, Да. Ну, хотелось и все. да. Ага. Хотелось в мир такой окунуться. Я окунулся. Закончил вот училище, потом академию закончил. И Улан-Удэ, по-моему, да? да, Если- Улан-Удэ. Если секрет рассказывал. ага. Судорожно искал работу. Мгм. Но в те времена зарплата была вообще маленькая. Это, вот Ми- есть маленькая зарплата, А мягко сказать, да? ага, а она еще меньше. А я уже женат, и ребенок уже родился, людей, семью как-то обеспечивать надо, и пришлось мне другую найти работу. Там работал Apple Diamond, спасибо этой компании тоже. Мгм. Ага. Этим обдирщиком алмазов. Мгм. Ну, то есть я держал в руках очень много алмазов. На кругу работал, да? Да, да. Я знаю, что это такое. ага. Так. Ага. И в 2006 году позвонил мне друг, говорит, слушай, тут
в оперном театре ищут человека, который бы устроился работать бутафором. Ты сможешь попробовать? Хочешь? Давайте попробуем. Типа, ты же хотел театр. Да, и Да. вот ниточка потянула. Да, да. И, да. Хороший друг, да? Да, Знает, что это мой друг, лучший, другу-то нужно. мой лучший друг. А. И вот он мне посоветовал. М. Ну, я пришел, и как раз в том году началась премьера спектакля, постановка спектакля «Нургун Батур». Мгм. И бутафор один остался, и они искали еще одного человека. Ну, я вот как раз Да, появился. огромный спектакль, конечно. Да. Да. Я появился. Говорит, ты умеешь вот это? Да. А вот это вот? Ну да. Да, легко. А про себя думаю, елки-палки, как вы? Это что такое вообще? Да. Ну ладно, начал работать, окунулся во все это Ну. русло. По-своему храбрый и немножко даже наглый, да? Да. Ну, то есть, как бы не без этого, да, произошло. Но. И до сих пор вот работаю в театре оперы и балета. А Вот. сейчас уже дослужился до главного Ны- ны- бутафора. Да. Да, нынче в этом году вышла новая премьера Да. спектакля «Нургун Нюргун Батур». Батур, да, я знаю, да. Да. Ездили в Москву, Питер. В Москве прошла премьера, Премьера, да. и в Петербурге хорошо выступили, и сейчас идет в театре. М. Вот так вот я сейчас уже без театра никак. То есть 2006 года уже, ну, давно уже, скоро юбилей. Ну да. Юбилей уже будет, да. Да, то есть для спектакля, опять же, ну, скорее всего, специфика так же, как в кино, да? Идея, да, Ну да. сценарий, и нужно сделать, ну, там уже все нужно сделать, получается, да? То, чем пользуются и Да, все да, да. прочее, да? Ага. Ага. А отличие какое-нибудь есть от кино? Отличие от кино, ну, спектакль играется вот сиюминутно. Мгм. Вот артист вышел, он по-настоящему сейчас начинает играть, говорить свои слова, и он не должен забыть свои слова, да? Мгм. Забудет, запнется, все, провал. Практически. А в кино не так, а в кино вот... Стоп, да, Стоп. заново, дубль 2. Давай заново, это можно. Ага. Отличие, большое отличие вот это вот, да. Мгм. А второе отличие, ну, по моей сфере, это вещи, которые реквизит. В театре в основном, если даже нож, ну, можно настоящий, но там нельзя настоящий. Это должен быть бутафорский обязательно. Мгм. Не острый. Но не при туп- этом похожий на настоящий. Да, при этом да. Ни в коем случае. Да. Ну да. Мечи, там, луки, все вот эти вот, как бы настоящие, но не, они должны быть тупыми, там, ну, чтобы не пораниться. Техника Ну безопасности. да, не дай бог. Еще и балет, если ставится, то там предмет еще и должен Там быть... же театр оперы и балета, да. Предмет еще и должен быть легким. Да, потому что они прыгают. Да, они... целый- вот попробуй-ка 1,5 часа там танцевать, прыгать, и еще при том С мечом, да. какой-то тяжелый предмет с собой С таскать. полицией, да. да. Вот с этой позиции. Ага. Так, Так. огонь чуть-чуть поменьше сделаем, я предлагаю. Ну, можем Уже положить рыбу закладывать. Рыбочку уже. Сейчас картошечкой, что у нас творится. Ага. Так, ну вот по фильму. Дальше. В первую часть мы снимали вот в Амге. И когда приехала основная группа, с ними приехала к нам повар. Ага. Великолепный, очень добрый души человек. Оксана, она еще до этого работала в фильме «Тыгандархан», кормила 1000 людей. И поэтому, как приехала там, Опыт. ну до этого мы что готовили? Макароны с говядиной сегодня. Завтра макароны с говядиной. С тушенкой. Да, с тушенкой. Послезавтра, ну, уха. Вот так вот, такими простыми вещами, да, как говорится. Питались. А тут разнообразие пошло. А тут она приехала, и в первый же день, ну, в тот же вечер, она нам приготовила очень интересный салат из того, что у нас было. Салатик называется лук с луком. Лук с луком.
Масло масляное. Ну, салат. Салат, да. лук. Лук. У нас там у речки очень много росло лука зеленого. Чучунах. да. Чечена. Мгм. Ага. То есть раннее, И- раннее лето было. Да. И в загажнике был лук репчатый. Так. Она нам по-простому, вот лук репчатый и лук зеленый. Берется очень просто, шинкуется и Смешивается. смешивается. Один к одному можно. Семен, ты встречался с таким рецептом? С таким? Да. Да, я видел. Ага. Да? Ну, сам пробовал, сам делал. Лук с луком? Да. Потому что, как говорится, у нашего зеленого полевого лука есть свой специфичный запах и вкус. И маслица, да? Да, Ну, маслица. можно, Можно Мне кажется, еще... вот этого лука чуть побольше добавить. Зеленого? Мне кажется, побольше надо. Давайте. Ну, можно. я Еще не- можно добавить, конечно, щепотку сахара, кто-то добавляет, чтобы убрать кислость лишнюю. Кислотность, да? Да. М, Ага. Так. Где-то есть. Так, чуть-чуть попробовать на соль. Лук у нас маринованный, поэтому солить особо... А он уже соленый, да? Да, он уже соленый. Мгм. Мы убираем лишнюю пенку. И вот после месячного такого простецкого рациона вот этот салат был для нас очень таким Находкой, да? находкой новой, да. Вот. Запомнился. Как мы не додумались до этого? Витамины? Чё, да? Мгм. Слушай, Попить Петр, чуть можно. ты работал и в Тыгындархане, да, Джиктигаз фильме, многих фильмах работал, да? Работа какого режиссера, может быть, чем-то запомнилась или как-то какое-то принципиальное, может быть, отличие есть для тебя? Ну, в фильмах Диктисас я работал Да. чуть-чуть и Тыгындархане, да? Мгм. Там я выступал не как постановщик, а как исполнитель чисто. Там художником-постановщиком был Петр Бояркин. Мгм. Он давал нам задание, да, построить балаган Мгм. в павильоне. И мы это делали. Строили. То есть чисто- эскизы конкретные Да. и по ним, да? Да, и по ним. Ну, первый, вот Диктисас, первый фильм, в котором я поучаствовал, имею там счастье, да, поучаствовать. Это случайно получилось. Я вот проходил мимо Сахафильма конторы. Да, и думаю, зайду у ребят. Проходил мимо. Да. Эй, Зайду. и такие, эй, парень, иди сюда. Зайду, это самое, поговорю с ребятами. Ага. Я в те времена у меня были идеи, там, фильм, ходили вот такие сценарии в голове. М. Зашел, и там как раз Дмитрий Шадрин, Эркен сидели все, М. что-то обсуждали. Я говорю, скажу, ребята, где мне найти сценариста, спрашивают. Говорит, «Ну, сам пиши, что ты? Потом они, а ты как сам, где работаешь? Ну, я рассказал, вот там-то там. Так ты нам и нужен! Много, Ёлки-палки! да? Ну, поехали. На ловца и зверь бежит. Да, вот, на ловца и зверь. Прибежал зверь. М. Они говорят, нам нужна вот в павильоне школу построить. Внутри павильона построить школу. То есть интерьер. Мгм. И не просто вот, да, стены, а они должны быть как трансформер. Ну да, Да, каждый раз, мы где должны камера может. передвигать стены, и чтобы они в этой сцене, вот этот угол, там, в другой сцене, по-другому. М. Так, Разных и- ракурсов снимать. Да, разных ракурсов. Ну, подумали и сделали, построили. И после я посмотрел фильм и даже не заметил. Как подвох. Как будто все в этом, да. Да. М. Так, туда сразу закинем тогда Рис, да? рис. Сразу все? Или Ну, половину? можно чуть-чуть. Вот так. Так, это у нас... Это молоко, и это самое в конце. надо. Ага, лаврушка. самом конце. Вот это тоже. Лаврушку тоже в самом конце. Сейчас пока ждем, да? А в Тыгындархане вот, у нас
работы очень было много. Большой проект очень. Это Ураса-Илья в Иланке, мы там, по-моему, 2 недели, по-моему, там лежали, жили. Там скалы, прямо над скалами вот это построили такое тотемное место, типа древнее, да? Естественно, делалось все это не из настоящего дерева, там, такие приемы киношные, ну и в театре тоже используются. Полистирол, там, ну, такие материалы, да? Вот. Ну, все равно сделали, строили. И во время съемок, потом мне Петр Бояркин рассказывает, артисты думали, что это настоящее дерево. Как в натуре. И там был случай, приключился, вот, почти съемки закончились, и смотрят, ну, вот скалы, да, и обрыв такой, туда 65 метров, по-моему, высота, ну, около 100 метров. Река, вот она лежит, и оттуда какой-то вот стена грозы идет к ним. Там туча, облака, все вот это идет на них. Стоят, смотрят. Приближается. И вот этот ураган как ударился об скалы, и потоки вот вверх, Воздуха наверх пошел. Ага. И вот эти столбы, которые с самого края стояли, они же из полистирола легкие. Притом там грунт такой, вот столько земли и дальше Сразу камень, да. Да. Там нечем было это. Мы Воткнуть, просто, закрепить, да. Закреплено было, просто камушкой положили под него. Стоял еле, как говорится. И вот эти вот все столбы вот Конструкция полетели. наверх полетел. Да. Ага. И ребята там держали, стояли. Такая комедия там. И все удивились, как это вот такие столбы. При ветре они начинают улетать. Вот. Ну хорошо, что, как говорится, уже после всего. Да, они просто... Вы могли построить, все улететь, на следующий день на чем Да, приехали. было бы Могло ужасно такое произойти, было. да? А съемки же вообще очень долго, по-моему, проходили, да, Тыгындархан? Да. Да, несколько лет, чуть ли не. Да. Да? Ну там пост-продакшн долго, по-моему, шел. ну Они монтаж делали в Москве, по-моему, озвучка там все в Москве. Слушай, ну вот как человек, который сам непосредственно, ну, поварился в кухне, да, уже знает жизнь внутри, что это, да. Ну, не секрет, что якутское телевидение сейчас, ну, имеет очень большой успех. Уже имеет большой успех. В чем секрет? Якутское кино. Якутское кино, да. Ну, даже Да. называют же сахавуд, там, да, ну, чуть свой творческий вид Да, какой-то имеет, такой выходил оконченный. даже документальный фильм, по-моему, то ли канал «Россия», то ли Первый канал. Или Да, НТВ, я сделали, не да, да, помню, да. Феномен якутского кино. Якутского Да. кино. Не, ну сколько уже и призов выиграли, в том Да. числе и международных. Знаете, тут секрет очень прост. Потому что мы... Так, версия Да. Петра Соловьева. Якутское кино рождается людьми, делается, да, энтузиастами. Энтузиасты. Мы не ради каких-то денег, наград, не славы, да? Просто нам интересно, мы это дело любим, и мы это делаем. Ради кино просто вот, чтобы он был. И Сделать, да? да, мы снимаем с радостью, с любовью, и каждый человек, каждый, кто вот работает с нами, они все Болеют, живут этим. отдают свою частичку своей души, да? Свою любовь, свою душу отдают. Ага. И из-за этого, по-моему, у наших фильмов есть душа. Кстати, да. Душа И многие, какая-то есть, многие да. об этом и замечают, что есть что-то такое, которое вот, ну, Как в былые времена у советских фильмов такое было. Советские Хочется посмотреть и заплакать. Да, советские фильмы, вот до сих пор же мы любим советские да. фильмы. Потому что у них вот тоже то же самое. Группа энтузиастов снимает, они любят это дело и отдают свою любовь. Ну вот по рассказам, да, ребят, которые иногда принимали участие вот, в Москве, там каких-то Ну в российских других, проектах, да. да, проектах. Они говорят, там вот команда художников, команда операторов, команда звук, они вот все отдельно живут. Они друг с другом вообще вот не контактируют. особо не общаются, никто никого не знает.
Не как семья, как Да. профессиональные отношения, все. Профессиональное чисто вот отношение. Пришел, сделал свое дело и уехал. Ну, Деньги получил и уехал. А у нас нет. У нас вот с нами, например, вот в нашем первом фильме, да, художников, мы строили вот наши эти холома. С нами работал вместе и звукач, например, звукоператор. Он то же самое с нами вместе работал, все, вот, таскал бревна там туда-сюда. И оператор также, да. Так же помогают, все друг другу да, вот так, все да. друг другу помогаем. как живой организм. Да, короче. вот Ну, все в одной семье, как одна семья мы живем, работаем, делаем одно, вместе живете, вместе кушаете, Да. вместе тушенку. Класс. лопаем. Ну, лопайте. Вот. А там сейчас вот, к сожалению, по-моему, в России вот это вот как-то вот потеряли. Чуть-чуть, может, другое отношение, да? Ну, может. Да. Слушай, ты очень хорошо выразился, сказал, что мне посчастливилось поработать вот в кино, какие-то проекты, да, назвал. А как думаешь, почему тебя все-таки позвали туда? Ну вот воля случая, да, как на лавсайде Да. лежит, говоришь, да. А все-таки почему? Ну ты мог же там прийтись к не ко двору или все такое. Ну, не знаю. Не чисто же везение. Нет, я веду к тому, что раз уж ты вот столькие годы дослужился до главного бутафора, я хочу подчеркнуть, скорее всего, у тебя руки из правильного же места растут. Ну, надеюсь, Вот что как у так. Семена, например. Ну, у меня то, что в руки не возьму, у меня все ломается. Да, я не могу ничего сделать, хотя у меня отец вроде как всю жизнь, да, плотник и все такое умеет. Ну, у меня, Ну, вот, Бог не дал, а у тебя, ну вот, руками работать и умеешь, и любишь, получается. да. Так? Надо любить свое дело просто. Ну вот супруга и родственники иногда говорят, у тебя золотые руки. О. А я отвечаю, нет, ребята, еще не золотые, они пока еще серебряные, чуть-чуть посеребренные. Посеребренные. Да. Значит, свой главный проект еще впереди. Надеюсь, что да. Да? Ну, тем более, что Ладно, у тебя же образование режиссер, нет желания свой фильм как-нибудь в будущем что-нибудь там забацать? Это Идея это- какая-то, это может быть, мечта. зреет. Это мечта, да. Это мечта снять свой фильм, Ну. свой проект. Да. Он уже здесь, в голове, всегда был и есть. Не рассказывай. Да, у него своя полка там. Ага. И он там лежит, пока Зреет. зреет, да. Ну-ну-ну. Кипит пока. Докипает, да? Докипает. Ну да, надо пожелать тебе успехов. Ага. Ну как, А почему бы и вот нет? Наша команда, которая сняла вот ГМБЛР первую и вторую часть, да? У нас еще планы есть. И еще дальше вместе работать. будущем. Ну, тем более, что вы вместе работаете, вместе сдружились, как одна команда. Когда команда, тоже вот, выражение такое, это очень важно, я считаю. Ну, это как? Ну, вот эти два фильма, да? Это человек, который попал в прошлое, первая часть. Да. Вторая часть из прошлого сюда, Наоборот, к нам. наоборот, да. А что остается? Что остается еще? Так, Из прошлого в прошлое? Нет. Из с будущего? прошлое Прошлое, в будущее, в будущее. настоящее есть. Ага. И будущее. Будущее, да. Да, вот. Как бы в конце фильма, если вы смотрели, да, есть там сцена, вот в самом конце. Вот эти наши герои попадают в будущее. Будущее. Ну, будем ждать. Любим было 3, да. Надеюсь, что этот проект родится когда-нибудь. Космические аппараты и роботы. Ждем. Ждем. Ждем, да? Как Кэмерон ждал своего аватара. Сколько Да. лет он ждал? Да. Джордж Лукас ждал больше 15 лет, когда компьютерная технология шагнет, чтобы очередной «Звездные войны» же снять. Так, суп у нас потихоньку, уха Да, наша уже почти подходит. готово. Мы маленькую паузу взяли, Да. потомили на слабом огне, как говорится. И Молока? вот сейчас надо, да? Или лавровый лист можно, да? Ну, лаврушку. Вот добавим лаврушку и вот это все, да? Всё? На глазик. По-моему, многовато. Вот, хорош. Или- Чуть-чуть. Ну, так. Да. Петр, немножко, конечно, да, мы проговорили про работу, про твою деятельность, да. Как отдыхаешь? И увлечения какие твои? Может быть, расскажешь немножко про это? Люблю путешествовать. Так. На машине. Где бывал уже? Ездить. Ну, первое наш
было. Мы купили машину в Новосибирске и оттуда Перегон. приехали. Да, да. Не близко, 4 с чем-то. 5 тысяч, по-моему. Ну да, 5, Ага, 5. тысяч. Красноярск 4. Вот. И нам очень понравилось, и сейчас... Фига, оказывается, раз так можно было, типа, да? Да, Мгм. сейчас... Семьей? Да, с семьей. И сейчас мечтаем с Москвы вот перегнать. Как это? А потом с Калининграда. Потом, да. А потом с Калининграда. Не, а почему нет-то, да? Ну да. Ну и люблю готовить дома, как я говорил. Люблю печь хлеб. Иногда дома мы время от времени едим домашний хлеб свой. Ну вот. Люблю читать. Ух ты. Разносторонняя личность, да? Да. А любимое блюдо какое? Любимое блюдо? Да. Какое ваше любимое блюдо? Обычно этот вопрос просто Семен задает, и я быстро его... Да. Ну, много их. Супы в основном люблю. Гороховый суп люблю. Саламат. Якутский. Да, обязательно. Ну, и якутские все блюда практически любимые. Так. Отлично. Ну давайте как, уже суп у нас почти готов. Можем уже как-то зелень Это добавить, да? потом, да? Ну, да, каждый Да, сервирует. мы можем и потом, уже, наверное, в принципе, начинать. выкладывать. Так, давайте мы вот так. Петр, я не забыл задать вопрос такой. Есть какие-нибудь суеверия, приметы во время работы? Суеверие. Да. Ну, у нас, так же, как и у артистов, ну, в основном у меня, да, есть суеверие. Если упал эскиз на пол, то обязательно надо сесть на него, потом уже подобрать с Ух ты. пола. Ничего себе. Ну, Эскиз. эскиз. У артистов текст, Ага. когда на пол падают, они вот садятся на текст, а потом уже поднимают, да. у Свои, меня- свои еще эти. да, а такие, у меня эскиз, например. Если эскиз упал на пол, то обязательно вот такое, ну, дань. Как бы. Мгм. Обязательно типа так надо сделать, да? Ну, Да. я, по крайней мере, Ага. это делаю. Да. А слушай, а бывает такое, что вот закончилась работа над фильмом, да? Что-нибудь на память себе о фильме оставить или что-нибудь такое? Да. Памятное что-то такое Да, можно. сделать? Или какие-то такие общие традиции именно этого цеха, вашей команды? Ну, таковых традиций Тарелку. тарелочка нету. Ну, как кино, если начинается, разбиваем блюдо, Да. штатив, да, вот это обязательно, конечно. Самое начало. Самое начало, да. Ну, А откуда это пошла традиция такая? а я вот точно не могу сказать. Да? Ну, обычно же берут тарелку, показывают на кадре и пш, Да. разбивают. Расписываются все Да. названия фильма и На удачу. на удачу. Ага. И каждый осколок себе берет и хранит. У меня вот лежат тоже дома осколочки. Уже много осколков. Нет, 2 осколка. Два осколка. 2 осколка. Ну, я хочу пожелать тебе, чтобы у тебя много было осколков. Прямо ты можешь, чтобы ты можешь ожерелье потом сделать так, из осколков, да? Можно же так. Нет, ну почему нет-то? Весело же, чуть-чуть Я подточить. вспомнил это- фильм. Да. Ну, вот этот как фильм «Операции». Он же ходил там с ожерельем. Прикольно. Ну что, суть до Давайте дела. у нас Тем временем Салат у у нас... как бы на общее. Да. Петр, тебе голову? Нет, Да? голову самому этому же, да, всегда. Так. Мясо или рыба, кстати? Рыба. Больше рыба, да? Так, и, по-моему, я предлагаю где-то взять у нас... А перца у нас здесь нету. Перцы. А, перец вот. Черный. Все, черный перец у нас есть. Вот так сделать. Оба. Ну что? В таежном варианте же еще головешку вот так. Да. Да. Березовую обязательно. Ну, некоторые водку добавляют, но это я Да. делаю не Да. очень. Ну что, приятного аппетита. Приятно. Спасибо. Давайте Да. Давайте попробуем, что у нас получилось из Итоги. ангинской щуки, да? Да, вообще классика. Да. Классическая уха. Ой. И салатиком, да, есть. Да. Лук с луком. Лук с луком. Рецепт Оксаны Пархимовой.
Интересно. Суп-то хороший, да? Да, суп очень хороший. Петр, спасибо большое тебе. У нас есть такая традиция, у нас тоже есть традиции в нашей передаче. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Ну, пожелания такие. Ходите в кино, любите кино. Надеюсь, что вы все любите. И хочу сказать, что человек, ну, именно братья Люмье, да, 200 с лишним лет назад когда-то создали машину времени. А машина времени – это кино. Мы посредством кино можем путешествовать и во времени, и по пространстве, да. Мы смотрим кино, можем погулять Где по угодно миру, побывать, да. в принципе, да. В других Побывать, местах, в другом побывать, времени, да. в других местах, в других обстоятельствах, да, действительно. Ну, все. Да, а я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях. Что? Петр, спасибо большое, что был сегодня гостем нашей передачи. А я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях Петр Соловьев, главный художник-бутафор театра оперы и балета, художник-постановщик Семен Тарбахов, Петр Цыпандин, программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. Будьте здоровы, друзья, ну и кушайте всегда просто и вкусно.